Ağalım ağam algın Aktarıya kömül gütün Uğulganı kiye Barcam more hiye Ağalım Eme bemme yetin Barcam norum algın Uğulganı kiye Barcam more hiye Ağalım ağam Клинок для испытаний был заточен до остроты бритвы, поэтому нужно с большой осторожностью. Или следует затупить клинок, хотя нужно будет заново его точить, поэтому я делаю рукоять таким образом, фиксируя пальцами острый клинок. Это очень опасно. Был случай глубокого пореза, практически ампутация кончика концевой фаланги третьего пальца, когда при резе рукояти острый клинок соскользнул и ампутировал мне кончик пальца. Слава Богу, он вырос. Очень осторожно работаем. Капо корень березы. Традиционный материал для рукояти якутского ножа. Очень твердый материал. Еще раз повторю, что нужно. Если держать за заточенный клинок, то нужно работать очень осторожно, чтобы при обработке рукояти клинок не соскользнул и не отрезал вам палец или кисть. Капо корень березы, удюргай по-якутски. Это традиционный материал для рукояти якутского ножа. Очень прочный, твердый, легкий материал, который не морозит руки, он теплый. Если пропитать его маслом, якутов традиционно используют для пропитки жир турпана. Это морская утка с очень густым красным жиром. Если пропитать рукоять якутского ножа этим жиром, то рукоять будет служить веками. Вопреки мнению о травмоопасности рукояти якутского ножа, капо корень березы, он шероховатый, поэтому нож точно лежит в руке. Бывали случаи удолбления даже лунок для добычи воды или при рыбалке, и он не соскальзывает, якутский нож. Хотя в рукояти якутского ножа традиционное исполнение должна быть трапеция, то есть суживаться у основания клинка. Это служит для прочного оседания, вхождения в ножны. А традиционные ножны, к этому еще придем, они изготавливаются из
ствола лиственницы, погруженного в хвост быка. И хвост быка — это очень толстая кожа, толщиной примерно полсантиметра. Она плотно охватывает рукоять и не дает выскользнуть. Потерять якутский нож с правильно сделанной рукоятью и ножнами практически невозможно. Это благодаря трапециевидной, постепенно суживающейся к основанию клинка форме рукояти. Также, если клинок и рукоять сбалансирован, то хорошо пропитанная, сбалансированная рукоять не тонет в воде. То есть нож при долблении лунок или работе возле водоемов потерять невозможно. Он будет плавать как поплавок. Вот, постепенно появляются черты, очертания правильной рукояти. Пожалуйста. Длинновидная рукоять. С постепенным сужением к основанию клинка. Форма перевернутое яйцо. Проверим, как получилось у нас. Получилась рукоять, посадка посредством опять изготовления КСП. КСП — это традиционная растопка северных народов, в том числе якутов, венов. А делается она вот так. Нож упирается в колено режущей руки и прочно фиксируется. А другой рукой протягиваем. Вырезаем стружки. Хитрость в том, чтобы нож был правильно заточен, то есть заточен со стороны дола, а противоположная сторона должна быть идеально прямой, чтобы входил агрессивный материал. Следующий секрет — это можно поворачивать вокруг оси брусок, чтобы не постоянно в одном месте резать, а немножко по-другому. Я не левша, поэтому мне не очень удобно. Вот. Пожалуйста, гребешок КСП. Ülber girer tüpkesi döndürüm nasıl